Вечно-то погода такая. Это Якутск днем, в общем. Ну, почти центр, да? Не центр. Ну, вот там будет центр, да, наверное, вот где... Это вот там. Вон все дома на сваях. И дороги, видите, кривые вот. Оттайка идет, вечная мерзлоты, все корежит. Дороги на сваях, да, надо еще делать. Нет, это я так чисто для YouTube, в общем. Что? Ну, на YouTube его потом выложу. Народ интересуется, как тут люди живут. Интересно смотреть. Сейчас мы думаем же лет. Когда Ну, 60 был, тогда... ну да, когда 60, я тут приезжал, было 49, по-моему, и такой туман, что видно было 2 метра там и все. Так, а мы же, по-моему, дальше, да, поворачивали? Или здесь? По-моему, здесь мы повели. Вилюйский тракт, нет? В общем, такая обстановка. Что, в навигаторе гляну, где этот Вилюйский тракт. Я знаю, все, я покажу. А, не, он просто ведет другой дорогой. Поэтому. Там 30 был, 30. А, вот здесь на светофоре, да? Да, вот. На Вилюйске. Ну, не на вот этом, вот следующий, который. Тут же это навигатор единственное, что не видно это. Надпись, как она называется, Петровская. Это не то, наверное. Здесь, да, поворачивали? Хотя вроде прямо тоже. А, не, прямо грузовикам нельзя, да? В общем, движуха. Ну ладно, в общем, так вот. Для общего представления Якутск днем. Не знаю, снимает, нет. Все, мы с Якутска уезжаем. Тут видео сбрасывалось, получается, нет. Ни камеру, ничего не возьмешь. Начало переправы. Вот эти сейчас бугры преодолеем, в принципе, а дальше там ровно по льду. Особо-то и снимать нечего. Я уже тут переправу снял. В прошлом видосе вон корабли, видите, все стоят. То есть тут вода, как бы, это нормально. Между островами, получается, вода отошла, лед попроседал. Ну, сейчас вот этот штурмовать, типа Тита что-то. Ну, на пустом, как бы, это. Без происшествий. Ну, а в обратку тут, получается, сейчас мы разойдемся. Эта сторона была как-то поровнее, по-моему. Вот просторы. Сейчас видимость нормальная.
Получается, Бестях по диагонали. Вон там, где вышка, по-моему. Ну, так вдоль этого поедем. Ну да, лед, видно, вода отходит, лед просаживается. Видно, как вот такие ямы. Ну, может, на отмелях ложится лед, на отмеле. Ага, поровнее надо. Оп, проверяем. Ну, тут возле берега, в общем. Эти движения наблюдаются. Минус 19, солнышко светит, вчерашний снегопад подзамел тут все. Ну, он пару часов где-то был. Я вот как раз заезжал, он начался. Ну, и может, там в часов в 11 вечера закончился в 10. Ты тут непонятно, на легковой машине по такой тропе какой-то колее поехал. Куда, интересно? Вроде как там везде крутой берег идет. Тут, походу, песок добывают или что-то такое. А, или камни даже. Пока вода убежала. Да. А может, это кто на рыбалку приехал тут по-серьезному? Не, видно, добыча камня какая-то идет. Так, что-то я только сказал, что тут было ровно, а тут кривее. Вот видите, один маршрут, а это запасной, наверное, я не знаю, когда. Полоса еще готовая к приему. Ну, видно, намороженная вот даже. Видно, уже на весну. На весну дорогу готовят. Ну да, Бестях, в общем, вон вышка стоит. Вот там, вот там. Да, солнце уже так ощущается, уже глазам аж больно без очков. А, вот он что-то делает. А, просто воду накачивает. Где-то нашел в сугробе скважину. О, вот на вот эту выскакиваем, чисто лед. Дрифтануть тут можно, в принципе, попробовать вместе с полуприцепом. Ледяные просторы, вот торосы. И мы среди торосов на большую землю. Ну ладно, выезд уже сниму. В принципе, вот все красоты заснял. Там красиво, тут красиво и здесь красиво. Рыбалка тут, ну, забодаешься сверлить лунку. В общем, ладно, всем удачи. Сейчас включусь на выезде уже. Там тоже бугор такой. Тут вообще так залили хорошо, как конькобежный стадион. Красота. Ну вот это вот, видать, бугры, это отмели. Лед садится тут. Ну или что-то такое, не знаю. Что машин поменьше, да, вечером. Видать, утром, вечером здесь носятся все в основном. Вот так вот идеальный лед. А ну сейчас проверим.
сзади никого. Как Volvo тормозит экстренно. На льду. Ага, что-то АБС. Это нормально, кстати. Шик-шик, что-то слышно. Так это я как бы и не так, что сильно нажал. Ну, чувствуется, что она, конечно, пошла юзить, но сразу же что-то начало работать. Чик-пык, там что-то. Ну, ровненько идет она в этом плане. Тут тормоза огонь. Тут же автоматом и занос, все есть, ну, чтобы машину не заносило. Тут отрабатывает, колеса притормаживают, прицеп автоматически растягивается, все это. Ну, единственное, что, по-моему, прицеп растягивания у него до 30, по-моему, скорость надо. Ну, уже в конечной фазе полета не даст сложиться машине совсем уж. Теоретически, в общем, все это правда. Да, вообще идеальная такой поверхность, кайф. Тут хорошо поработали, да, на этой стороне. Ладно, едем дальше, в общем. Ну и все, в общем. Приближаемся к ответственному моменту. Тоже эти куда-то непонятно среди торосов на легковых. Сейчас выезд на берег. Ну там, в принципе, он песком все посыпано. Вот эти непонятно, честно говоря, что там за интересное место, что они по таким тропам там катаются. Хотя вот трасса чисто. Кто там местный, скажите, это может куда-то там на другой край города приезжает, переправа. Но она такая, видно, что натоптали сами. Нижний Бестяк, железные дороги Якутии здесь. Так, а тут надо что, как-то тут и разогнаться как-то неохота. Такие бугрозавры. Пошел. Это я прям... Ну, коробка автомат, все как положено. Как говорится, для желающих встать на подъеме. У меня все режимы были включены. Ну, легкий, мощи много. Песок есть, так что... Что-то там выгребает. Ну и все. Переправились, в общем. Ну, дальше будет что интересное, я буду снимать по дороге. Сейчас поеду, может, там куда-нибудь до Тамота. Пока день. 450 километров. В общем, такие дела. Ладно. Будет что интересное. Включусь. Но вряд ли, конечно, будет видно. Ну, вот она, радуга. Получается, зима и снежная взвесь. На закате вот радуга получилась. Ну вот кусочек над лесом торчит, если так вот. Ну ладно, потом проверю. Вот сколько, 200 я проехал. От Бестяха. Уже вечереет. Ну куда-нибудь до Тамота. План такой, а впереди, походу, снег. Может, ветер поднял, правда. Ну вот она, видно, радуга прямо по курсу. Сейчас вот чуть-чуть левее дороги. Тут все погридировали, прямо ровненько так идет машина. Ну и пустая, конечно, меньше скачет. У нее любительница передок подбросить. Ну, получается, массы хватает продавить, рессоры потом а так на прыгунах, ну, в принципе, так скачет, отрабатывает хорошо. Ленивец поднятый, база подлиннее, чем на стандартной машине.
на 30 сантиметров. Ну, может, это тоже роль какую-то играет. Оп. Да, хорошо мело эти дни, конечно. Сзади такой реверсивный след. Ну, как на самолете. Белый туман. Ладно, в общем, это я так радугу заснял, который навряд ли будет видно, но ничего страшного. Поверьте на слово. Вот она прямо по курсу. Добрался до Томота, в общем. Заправка обычно никого нет, а тут толпа буровиков иркутских заехала. Тут, видите, вот такая же заправка опти, только тут 68-60 дизель, а там в Узбестяха 76, что-то 80, по-моему. Ну, у них типа здесь сельская территория, они субсидируются, короче. Цены, вот они, я не знаю, видно, 52,92, 54,95 и 61,58. Тут стоянка уже вся забита. А я сейчас как раз подвез мужичка. Вот тут до шинки развернулся сюда. Он на легковой какой-то уголок или что. Там прыгун был, видно, с кого-то что-то выпало. Распорол колесо. Запаску достал, а у нее отверстия не совпадают. Все, размер одинаковый. Ну, как говорит, всю жизнь возил ее. А оказывается, она не подходит. Капец, конечно, сюрприз. 50 километров где-то вот от Томота в сторону Якутска он стоит. Ну, сейчас ему мужики там сделают, сказали, все. Единственное, попутку ему ловить потом в ту сторону с колесом. В общем, такие дела. Ну, у них баки маленькие, я думаю, долго они тут не будут стоять. Тут колонки хорошие, льют быстро. Не знаю, настроение вроде днем ехал, как-то думал, надо поспать. Что-то как стемнело, сразу бодряк. Не знаю, люблю ночью ездить, у меня как-то проблем нету с этим. Как бы снег прекратился. Легкий морозец. Кати, кати. Ну, может, до Алдана доеду, не знаю, куда-нибудь. Смотрю, тут все равно стоять особо негде. В общем, такие расклады у нас в автоперевозках. Пустыми катаемся по 3000 километров. Все, ладно. Удачи всем на дорогах. Конечно, удачи. Будильник приехал, как говорится. Это возле Тита стоянка. Ну как возле, еще километров 40. За Алданом что-то бодрый и веселый ехал, а потом надоело ехать. Смотрю, тут стоят все. И приехал. Это 8:40 сейчас. По местному приехал, давай тут снег чистить. Или себя закапывает. Пока непонятно. Да я тут пирожок бросил на снег. Ну, единственное, непонятно. Экскаватор его, наверное, закопал. Ну, думал, кто-нибудь съест там зверье. Ладно, в общем, сейчас будем выдвигаться, Тита проезжать. Ух, хорошо делает. В общем, есть что толкать такой.
Да, снег прекратился вроде бы. Ну вот это видите, мело все время эти дни. Ну, все, видите, чуть переметы даже по обочинам. Ну, совсем чуть-чуть. Там на Титу побольше, конечно. Ну, понятно, туман стоит или что это. Или дым, скорее всего. Дым от котельной, наверное. Это большой Немнер. Такой вид интересный. Солнце светит. Да, вот трубы. Чутка сниму, а что еще снимать здесь? Немнер, как бы тут много места не занимает на видео. Тут раз поворот и все. А тут всегда холоднее. Вот там стояло 17 было сейчас. Это я проехал буквально километров 15, может. 26 уже. Минуса. В низинке возле речки. Даже сколько? Минус 27 вообще. Короче, греться здесь надо усиленно. Тут эти грейдера наполировали. Ну, с легонца, если газу давать. Да, дорога. Вот днем, конечно, уже тяжеловато ехать без очков, которых у меня нет. Ну, все блестит, все сливается от снега. Вот так только что. Дороги. Хоть чуть-чуть это солнце спряталось, что. Ну, вот это базы, тут какие-то поддержки, хранения запчастей по газопроводу. А с этой стороны трубы вон лежат пачками. В общем, едем дальше. Будет что интересное, я засниму. Погнали на Тита заезжать. Ну, в принципе, ничего тут. Чуть-чуть ветерок надувает здесь. Ну и подбуксовывает эта машина. Ветер несколько дней уже, видите, переметы метет. Ну а дорога, в принципе, нормальная. Видно, КДМки бегают. Даже вообще ничего нету. Так, трау на месте, да, получается, еще. Или это уже другой трау? А, не, вот это вот с краном, он стоял по диагонали в полосе. Его, получается, выровняли и все, а вытащить не вытащили. Блин, ну тоже так вот и не остановишься тут. Спросить, как дела. А, ну да, он в кювете одной стороной. Конечно, блин. Не, ну вот это вот транспортные компании. Тут надо бульдозер нанимать просто, других вариантов нет. А они ж, наверное, связи нету. Ничего нету. Говорит, бери лопату, откапывай. Ну, с этой стороны, видите, какая куча снега уже.
Титом бульдозера работают. Надо ехать, договариваться. А как водитель договорится? Ну, у него ж нет таких полномочий. Он же не может. Тут связи нету. Приедешь к бульдозеру. Должен же сказать, дам денег, приедьте. Что на бульдозере тут бежать полдня будешь. А ему как скажут? Ну, поедь с бульдозером, поговори. Что он сказал? Ему надо тут на такси ездить. Связь ближайшая, я не знаю где, получается. Даже в Хатыми, по-моему, там только Билайн или что-то еще ловит. Ну, то есть у меня ни Мегафон, ни МТС. Я не могу поговорить, в общем-то. Этого вытащили, тут тоже торчал в кусту. Ну, не в кустах, а в обочине полностью машина. Вот сзади радуга. Сейчас будет видно, повернем. Сюда съехала машина. Он тут стоял еще. Да уж. КамАЗик встал, да. Ну, вот это вот как раз прям, это даже, ну, еще не самое крутое место здесь. Он назад поехал. Вот он становится вот здесь в основном. Вот это прямая. А вот тут приехали бульдозера. Ого, тут народу сколько. Эти чистить приехали. Тут народ собрался. Подняться не могут. Ну, вот это самый кусочек этот крутой. Союзы тоже в своем репертуаре жопа на дороге. Ну, привет. Ну да, в общем так. Тут вроде и 10%, но почему-то вот я ехал тоже, ну, 2 машины, правда, было. Сейчас, понятно, может, собрались из-за того, что это чистилки. Там народ уже заранее становится. Чтобы разгон был, когда уйдут, когда эти трактора. И так вот такая толпа будет, ну, мимо лететь же не будешь там на чистилке, на в эти щели там. Ну, если приедешь, будешь стоять, смотреть, как, чего там, куда. Вася у меня встретился возле Алдана. У него тоже машины висели, но он заехал. Ну, чистилки не работали, он пронесся, да и все. Ну, он, видите, он правильно грузит машину, все как это. Правильно загруженная на нормальных колесах, то по большому счету проблем нету. В общем, такие дела на Титу. Едем дальше.
Так, это у нас Чульман. Ну так, чутка его видно. Можно, конечно, проехать по нему. Там вроде знак, ну нам вроде как под погрузку. Под погрузку заедем. Под погрузку уж можно заезжать. Ну, я ездил на трале здесь, как бы на трале можно. По идее. Там даже автобаза была грузовиков, третья, по-моему, она называлась. Там как раз фауны эти были, вот как у нас в советское время закупали, это автоколонна, ну, колонна здесь была. Ну, вот кто давно не был в Чульмане. Ну, тут получается все время в подъем. И проехал. Как бы небольшой. Я не знаю, сколько человек, ну, тысяч, наверное, 15 тут точно есть. Это вот типа центр здесь. Сейчас тут будет детский садик, куда я ходил. Ну, его вроде видно было с дороги. Раньше, короче, здесь-то он с 50-х годов, Чульман, по-моему. А Нирингли 75-го года. И тогда, когда родители приехали в 77-м сюда, вся цивилизация тут была, а там, получается, ну, какие-то балки были, там, палатки, чуть ли не. Так, а где вот он только мог проехать уже? Вот она, вот здесь автобаза была. А теперь это ремонтно-производственная база Колмар теперь, а тут и была третья автобаза. Подремонтировали, там видно ангары поставили. Вот это вот что-то новое появилось. Спортивный комплекс, видите. Вот этого не было. Антрацит. Да, садик что-то я не сориентировался. По-моему, он такая белая двухэтажка была. Типа, может, вот здесь где-то был Колмар офис теперь. Ну да, вот это вот все новое появилось. Ну, даже не могу сориентироваться, где это детский сад наш был. Двухэтажное здание вот так вот было вот здесь. Точно его проехал уже. Короче, возили меня на 5 дней сюда, сдавали. С понедельника по пятницу, типа. Да, тут видите, Колмар тут понастроил, и ледовый дворец появился, или спортивный, просто крытый. Вряд ли ледовый, наверное, спортивный, просто зал крытый. Так, с камерой, что-то куда она у меня смотрит. Не знаю, тоже на видео замечаю, что много видно вот потолка. Хотя она у меня прям, ну, реально наклоненная. Это я потом головой, что ли, вот так делаю. В общем, вот и посетили Чульман. Ну, получается, разгрузка, ну, на загрузку ж ехал, сорвалась загрузка, в общем. Поехали дальше пустыми. Так, ладно, зачем я это снимаю, как я еду дальше пустым.
Ну все, посетили Якутию. Вот граница с Амурской областью. Уже днем так получше видно. Новая стела. Все, Амурская область заехали. Сейчас уже до Тынды добежать. Связь появится. Записался аж на пятницу на ТО в Хабаровск. Что-то раньше нет времени. Ну и все, теперь получается. А сегодня вторник. А мне осталось сколько тут? 300 до границы, 1200. Короче, 1500 надо ехать до пятницы. Так что темп избавляем. Ну, что в четверг приехать вечером, не спеша. Все, везде, да, ветерок, снежок. Так даже видимости нету, видите, далеко не просматривается ничего. Ну, в общем, отметились в Якутии в очередной раз. Все нормально. И едем дальше. Ну, тут участок такой, получается, к Джилтулаку подъезжаешь, когда от Тынды. Вот знак такой, плакат прямо. Ну, я не заснял, что его. Ну, уже увидел, поздно. И там написано: осторожно, через 2 километра неровности. В общем, будьте аккуратны, сбавьте скорость. Прям, ну так. И вот эти неровности. Что-то сделать их почему нельзя. Тут это я туда ехал в темноте, уже тоже не заснял. По-моему, Судзуки Витара. На скорости шел, подлетел тут. У него колесо оторвано было. Вся морда разбитая. Только не знаю, где забор помятый. Что-то я тоже не видел. Он или об дорогу так бампер, ну, сломал. Ну, короче, колесо, видно, отлетело у него на прыгуне на этом. А тут именно такая амплитуда, она на скорости, если то она как в дисбаланс такой. Ну, все будет по кабине валяться, летать. Страшная история, короче, а так визуально вроде ничего страшного. Едем дальше. 117 километров до выезда на трассу Чита-Хабаровск. Вот раньше была кафешка, держали люди, а потом дорогу новую, видите, подняли насыпь. И все, не стать, не подъехать, не подойти. Хотя у них там, вот видите, свой заезд, дорожка была. Ну, как старая. Раньше нормально. Я останавливался тут. И вот это часто, конечно, тут люди на энтузиазме на своем содержат вот это все. Придорожный сервис наш. Скудный и так. И новая дорога какая-нибудь идет, от этих заборов железных. Понаставят, как в Тынде. Вся Тында железный забор. Не знаю, на фуре получается, ну просто не вариант. Просто становись посреди дороги и все. Вот как напротив заправки становится, просто в полосе. Ну, потому что там кафешка хорошая, все. И также на той стороне одну полосу, короче, занимают в наглую, и все, потому что вариантов других нету. Ну, на грузовике ни к магазину не подойти, никуда, ничего. Тоже кому оно надо? Ну, сделайте там какие-то карманы просто. Ну, там же машин немного. Чтобы в магазин хотя бы сходить можно было. А так весь город, получается. Люди бы денег в городе что-нибудь оставляли бы, ходили в магазин, затаривались. Перед Якутией с удовольствием, я думаю. Зашли бы в магазинчик, что-нибудь прикупили на всякий пожарный. А так получается, едешь, Чульман объездная, Сербор мимо, Тында вся в заборах. Здесь везде тоже, ну, какие-то населенные пункты, деревни, там не стать, ничего нигде нету. Какая-то дискриминация грузовиков, в общем. Там по пальцам, наверное, в стране можно пересчитать места, где можно на грузовике в магазин сходить. Ну, подъехать нормально, встать и пойти в магазин.
Ну ладно, это лирическое вступление, я все равно в магазины не хожу. Это я так. Все, мы проскакали от Инды. Вот я замерил по спидометру, кстати, этой гравийки. Сейчас 18 километров. И вот тут по асфальту едем. Сейчас чуть-чуть он испортится, конечно, асфальт кривоватый начнется. И останется перед Соловьевском еще гравийка. Потом прыгуны и относительно ровная трасса Чита-Хабаровск уже в ту сторону, как бы более-менее ехать можно на круизе, не сильно там вглядываться. Ну, по крайней мере, знаки стоят, неровная дорога, там, где она реально неровная, просто надо обращать внимание и все. Быть внимательным, в общем. Ладно, давайте, удачи всем на дорогах.